Доброго дня, Республика! Первый день новой недели – отличный повод начать жизнь с чистого листа. Как мы обычно говорим, вот как буду с понедельника правильно питаться, читать каждый день, вовремя приходить на работу. Давайте уже освободим понедельник от бремени пустых обещаний и возьмемся за себя основательно. Поставили цель – исполняйте. Ну а мы вас обязательно подбодрим. В эфире ваша любимая студия 11. И вот он анонс первой части этого выпуска. Аппетитное солнышко – рецепт главного гастрономического бренда нашей республики – Комишаник. По историческим следам, что ищут в прошлом любители реконструкций. Неземное селфи, поговорим об истории себяшек на телефон. Начать выпуск мы решили с вкусной истории. Как известно, наша Коми – республика многонациональная. Свой дом здесь, среди северных лесов и равнин, обрели разные народы. У каждого своя культура, традиции и, что немаловажно, собственные кулинарные изыски и пищевые привычки. Вот, например, все любят шаньги. А знаете ли вы, что название этой выпечки, по мнению ученого-этнографа Александра Сидорова, происходит от слова «шонды», что значит «солнце». Об одном из главных гастрономических брендов нашего региона расскажет хозяйка Коми-подворья в финно-угорском этнопарке Ольга Чебанова. Шаньга – это одно из самых древних блюд. Это лепешка из ржаного теста. Начинка может быть разной. Это и крупа, это и картофельное пюре, ягоды, творог. А основа всегда одна. И давайте мы сначала начнем наше тесто делать. Есть у меня молоко. Наливаем молоко. Грамм 200-250. Ну, конечно, можно добавить и соль, и сахар. Сахар примерно 2 чайные ложки. Соль гораздо меньше. 1 чайную ложку. Это все хорошо размешаем. Вот у нас есть такая палка. Мутовка, мутей по-коми. Берем масло, сливочное масло и кладем молоко. Вот так. И все тщательно тоже начинаем размешивать. Ну а теперь надо будет добавить 1 яйцо. В ржаное тесто сначала добавляем небольшую часть муки пшеничной. Очень немного. Пол чашки пшеничной муки. Теперь будем постепенно сыпать в тесто ржаную муку. Вот мука ржаная у нас. В наших краях, конечно, земледелие было сложным, потому что север, холодно, поэтому пшеница не вызревает, то есть сажают ее мало. В основном идет у нас рожь и ячмень. Насыпаем муку. Перекладываем тесто сюда. И здесь уже хорошо вымешаем. А теперь уже и будем делать сами шанишки, то есть основа. Так, скатаем в колбаску. И отсюда будем отрезать такие кусочки. Раскатываем не слишком тонко, но и не слишком толсто. Круглую лепешку. Некоторые делают овальные лепешечки такие. И делаем бортики. Должна получиться такая тарелочка. Ну и, конечно, надо оставить шанишку домовому. Улыща угостить помощников. И вот в эти тарелочки мы будем сейчас выкладывать начинку. Начинка у нас сегодня картофельное пюре. Но в пюре обязательно мы добавляем сырое яйцо. Если начинка у нас картофельная, или крупяная, или творожная, тогда мы всегда добавляем 1 яйцо. А вот яйцо мы не кладем в начинку ягодную. Туда мы, наоборот, добавляем крахмала. Вот все хорошо размешаем.
старину у нас, конечно, картофельного пюре не было. То, что картошка появилась в наших краях достаточно поздно. Размешали картофель и теперь уже будем выкладывать в наши формочки. Кто-то даже считает, что шанги бывают только с картофельной начинкой. На праздники, конечно, делали шанги с разной начинкой. Это и крупа, это и творог, это и ягоды. Это еще не все. Сейчас мы сверху будем намазывать сметаной. Вот сейчас у нас сметана. В сметану мы всегда добавляем яйцо, чтобы лучше подрумянилось. Вот сметана готова. И накладываем сверху на наши шанги сметану тонким слоем. Слишком толсто не надо, густо. Ну, а теперь берем противень с шанишками и ставим на лопату и в печку. Ну и теперь ждем наши шанги. Историческая реконструкция – словосочетание, за которым тысячи увлеченных людей. Они исследуют старинные документы, создают вещи и предметы разных эпох, пытаются пройти маршрутами старинных путешественников и исследователей, даже участвуют в вполне реальных сражениях с мечами и копьями. Это просто огромное сообщество. Не так давно его часть собрал Сыктывкар на фестиваль средневековой культуры и ремесел. К нам приехали гости из разных городов. С руководителем одного из клубов пообщался мой коллега Северин Арпа. Кирилл, скажите, пожалуйста, как решили выбраться на этот фестиваль? Ребята наши старые друзья, просто пригласили, мы нашли возможность, приехали. У вас клуб чем занимается? Историческая реконструкция раннего Средневековья. Мы в широком смысле занимаемся. У нас ребята строят лодку сами, то есть у ребят уже есть готовое, а мы вот строим сами. Ходим в походы, посещаем мероприятия исторические, участвуем в постановочных сражениях на остальных макетах оружия. Вот, собственно, полной жизнью средневековой живем. А чем привлекает тебя вот эта история средневековья именно? Это очень большой пласт, здесь в двух словах не объяснить, потому что это целая жизнь. Реконструкцию можно описать как прикладной аспект истории. То есть ты, когда читаешь книжку, ты никогда не поймешь, каково это в кожаных сапогах идти по лесу, ты никогда не поймешь, каково это гребсти в море на веслах, идти под парусом. Это из книжек не подчеркнуть. Когда в первый свой поход пошли, у нас переноски начали разваливаться буквально через 500 метров. Мы в таких комнатных условиях занимаемся этим, а там люди этим жили. То есть ты ушел за 1000 километров в море, вас просто прибило к берегу, вы разбились, нет питьевой воды и все. То мы сейчас можем позвонить там условно товарищу, который приедет на Ниве, нас и увезет, а там этого не было и все. Много у вас народу в клубе состоит? У нас около 30 человек. Тоже все увлеченные ребята, да? По-разному, в силу свободного времени. Вот та одежда, которая на тебе, это тоже вашими руками все создано, да? В большинстве своем, да. То есть, ткани покупные, а сшито все вручную. Какие-то вещи делал сам, какие-то вещи жена. Да, что-то покупалось. Плащ, например, это полностью покупной, вручную сотканный, но... Вообще какие-то есть у реконструкторов, я не знаю, главные правила, что ли, какие-то постулаты? Да, конечно, то есть вообще все зависит от мероприятия, то есть мы стремимся к реконструкции, если, условно, реконструкцию взять как 100%, то есть 0 – это не приемлемый уровень реконструкции, а 100% он недостижим, потому что 100% это быть предметом реконструкции. Каждый выбирает свой уровень. Я знаю ребят, которые сами делают ткани, то есть там выращивают лен условно. Да, кто-то там из шерсти плетет нитку, потом на станке. Каждый заморачивается на чем-то своем. Да, кто-то просто взял, купил вещи в тематическом магазине и просто ездит по мероприятиям, кто-то делает сам. Кирилл, расскажи, пожалуйста, были, наверное, у тебя какие-то интересные выходы и походы вот именно в таком, так скажем, аутентичном варианте? У меня был
поход на 9 дней. Я ходил в компании охотников в глухой лес. То есть мы там пересекали 5-километровые болота. В одну Это сторону. все вот в такой тоже одежде Да, средневековой? ребята шли в камуфляже с ружьями, а я рядышком шел, вот, как говорится, в дурацком. Вот, и у нас 48 километров заход в одну сторону, мы 2 дня шли с полной выкладкой. Вот, ребята жили в избе, я рядышком в шалаше, там буквально в 500 метрах на подножном корме. То есть, Шалаш тоже сам построил, да, соответственно? конечно, вот прям пришел и собрал из того, что рядом было, с собой из серии там маленькая лучковая пила, топор, нож. Вот, и... Даже инструменты взял такие же. Да, то есть это все такое по находкам сделанное. То есть ребята, кузнецы знакомые помогают. И вот 9 дней у меня этот поход занял. То есть 100 километров пешком, болото, дождь, переход вброд ручьев. Небольшой запас крупы был с собой, я муку брал, то есть пек лепешки вместо хлеба. Вот, а так на ягодах, грибах, рыбе. То есть вот 9 дней. Ну, такое мероприятие. Мы в Карелию ходили, у нас 2 похода есть на Ведьмин мыс. Мы из поселка Пудож выходили, там 25 километров в одну сторону. То есть доходим до маяка, там ночуем и идем обратно. Из интересного, там мы ходили на первомайские праздники оба раза, и там разливается ручей метров на 10, ну, глубиной по пояс, то есть сталая вода, вброд это все переходишь. В общем, прохладненько. Как ты сушился, потом тоже разводил опять же костер, да? Нет, ты быстро приходишь, у тебя с собой, как правило, какая-то запасная рубаха, то есть ты обтерся быстренько, опять оделся и пошел дальше. Идешь, шерсть, она греет даже мокрая, то есть ты двигаешься, оно согревает. Вот, кстати, Движение жизни. насколько вот эти вещи, которые были вот сшиты такие вот ваши по средневековым лекалам, да, вот насколько они вот сейчас в наших условиях, скажем, пригодны к носке, ко всему? После долгих фестивалей очень тяжело, например, перелезать в синтушную одежду. То есть у меня даже все футболки, они хэбэшки, то есть штаны я стараюсь тоже из натуральной. Ну, поприятнее это все. Единственное, такой существенный минус — отсутствие карманов. То есть у тебя все в сумочках, на поясе, то есть это все. Тогда было это Карманов не не модно. хватает, да, там немножко позже их придумали. Вот. А так все это, опять же, это все с эмпирическим путем выясняется. То есть ты сходил в поход, промокли ноги, ты такой, ага, надо запасные носки, запасную обувь. Попал в дождь, неплохо бы иметь запасную рубашку. То есть и вот в таком ключе, то есть, То есть одежда вполне носибельна. вообще вполне. То есть в этом можно жить и выживать. То есть и ткани, наверное, потому что натуральные, да? Да, да, безусловно. Так, очередное селфи в мою фотокопилку. Уверена, что и вы тот еще любитель сделать себяшку на телефон. А знаете ли вы, что мода на селфи появилась задолго до появления современных смартфонов? Самому первому фото себя любимого 180 лет. Сделал его химик Роберт Корнелиус. Ученому пришлось неподвижно смотреть в зеркало примерно 10 минут. Самым же необычным селфи стал снимок, сделанный в открытом космосе. В 1966-м астронавт Базз Олдрин сфотографировал себя на фоне нашей планеты. Да, эта фотография навсегда вошла в историю как самая неземная. Ну а самым популярным фото в мире считается снимок, сделанный в 2014 году американской телеведущей Эллен Дедженерс в компании голливудских звезд. Более 3 миллионов лайков, 1000 репостов и огромное количество комментариев. Вполне возможно, следующий рекорд установите вы. Так что доставайте телефон и ловите в объектив интересные моменты своей жизни. Кого-кого, а пушистых котиков и фотографировать, и на видео снимать приятно. Особенно, когда они вытворяют очередные шалости. То цветок уронят, то елку новогоднюю повалят. Давайте посмотрим подборку таких видео.
Мы на экваторе нашей программы. Увидимся через пару мгновений. Не переключайтесь. Студия 11 снова на ваших экранах. Марафон позитивных историй от нашей команды начнем с краткого анонса второй части программы. Наши чемпионы, вольники Коми, взяли 5 золотых наград на всероссийских соревнованиях. На сцене 10 лет. Коллектив Республиканской филармонии «Северная околица» отмечает юбилей. 5 золотых медалей. Именно столько наград завоевали вольники Коми на всероссийских соревнованиях, которые проходили в столице Коми с 3 по 5 ноября. На базе спортивной школы Олимпийского резерва номер 2 за звание лучшего боролись около 100 спортсменов из 16 регионов России. Наши ребята показали самый настоящий класс. О том, как прошли соревнования и какие эмоции испытали наши победители, узнал Северин Арпа. Вячеслав Эдуардович, расскажите, пожалуйста, насколько масштабным был турнир? Знаем, что из многих регионов к нам приехали в гости. 16 регионов было. Но это же нельзя сказать, что там каждый регион привез команду. Они привозят там по одному, по два, по 3 человека. Ну так, соревнования удались. Конкуренция довольно-таки серьезная была. А кто были такие основные соперники вот между собой? И входили ли мы в это число? Да, мы входили, у нас 5 чемпионов в 5 весовых категориях. Это Республика Коми, одержали победу. Ну, очень интересные схватки были. Москва очень хорошую команду привозила. Где вот Чувашия, вот такие, где такие финальные схватки были довольно-таки очень интересные. То есть можно было даже так с интересом посмотреть, было зрелищно, да? Да, очень зрелищные схватки были, очень хорошие и в финалах, и до финалов. Ну, в этом возрасте довольно-таки все было неплохо. А какой возраст, давайте напомним, какой возраст участвовал? Это кадеты. Самый старший был 5-й год, 5-й, 6-й и 7-й допускался по дополнительной справке. А как оцениваете выступление? Ну, понятно, что получается высоко, раз у нас 5 медалей золотых, да? По-моему, много серебра еще у нас. Да, там много серебра и бронзы. И вообще эти соревнования, они входят в единый календарный план. И это выполнение кандидата в мастера спорта за первое место при наличии кворума. Откуда были спортсмены? Я знаю, что вот не только с вашей школы, да, получается, у нас, с наша команда. Да, наша команда Эжва, Усинск, ну, вся республика была, Инта, Печора. Как бы, вот даже один победитель у нас с Вуктыла, с Эжвы 3 и отсюда 1. Ну а сейчас пообщаемся с одним из победителей, золотых медалистов этого турнира, участником сборной команды Коми, Ибрагимом. Ибрагим, здравствуй, поздравляем тебя в первую очередь с такой победой. Как ты к ней шел? Достаточно тяжело, упорные тренировки. Вот так потихонечку, шаг за шагом пришел к этой победе. Но это твоя не первая такая удача, не первая медаль, да, на соревнованиях. Какие были еще? На округе выступал, тоже занимал там призовые места. В прошлом году выиграл данный турнир. Кто у тебя были основные соперники? Ты их знаешь? Может, вы часто с ними встречаетесь или были какие-то новые? Чаще всего у меня вес растет и каждый раз вот меняется. Ну, один из таких там калининградские составляют конкуренцию на округах. Ну что, желаем тебе новых побед. Давай, чтобы только золото, только золото. Ну, можно сказать, что республика сейчас хотя бы по северо-западу себя хорошо показывает? Или даже на уровне России мы вот неплохо смотримся? Один парень вот 3-м стал на России. Как бы это такой достойный результат. Он входит в сборную команду России на сегодняшний день. Ну вот у нас по республике вроде бы много залов борьбы, да, занимаются дети, приходят. Вот такой юный возраст тоже. Да, сейчас еще тем более вот это новое положение вышло. Сейчас уже можно будет с 7 лет набирать. Так у нас было с 10 лет, а сейчас официально можно будет набирать с 7 лет. Уже можно заниматься в секциях. Ну и давайте напомним, вообще борьба, можно сказать, как такой основополагающий вид спорта, ведь не зря он был одним из древних, и, то есть, по сути, развивается все тело, весь организм. Это, конечно, это очень, для развития вообще очень отличный вид спорта. Во-первых, это прикладной вид спорта, сложно-технический вид спорта. Ну, как бы здесь и акробатика присутствует, и растяжки, ну, все, броски, ну, вольная борьба, она тем более такая, по сравнению там с греко-римской, там немножко все борьба до пояса.
такая обособленная немножко все. А здесь все можно делать, только болевых приемов нет. Мы проводим 4 турнира всероссийских. Мы взяли вот 4 турнира. Ну, нам дала федерация, там Москва. У нас по взрослым турнир, где можно выполнить мастера спорта. Вот этот кадетский турнир КМС. Еще у нас турнир по младшим юношам. Там вот на этом турнире, я же сказал, здесь за тройку КМС присваивают, а по младшим только за первое. И у нас до 24 лет еще турнир. Вот у нас 4 таких, всероссийских турнира. Это для республики. Это вообще очень много, это даже очень тяжело все это, они есть. Да, это приятные хлопоты, это здорово, потому что не надо куда-то выезжать, люди собираются, все проводится. Вот в этом году все 4 турнира прошли, и на следующий год они все тоже запланированы. Ну что ж, это здорово. Желаем, чтобы борьба развивалась. Спасибо. Как можно больше хороших парней и Спасибо. девчонок было. Спасибо. Спасибо вам большое. Один из самых молодых коллективов Республиканской филармонии в ноябре отмечает первый юбилей. 10 лет назад по инициативе Министерства культуры Республики Коми появился ансамбль народной песни «Северная околица». Организатор и идейный вдохновитель создания коллектива – заслуженный работник культуры России Республики Коми Наталья Гнедых. В немалой степени в появлении коллектива сыграла роль народный поэт Республики Коми Надежда Мирошниченко. Чем и как сегодня живет коллектив, узнала Виктория Палкина. «Северная околица» – это сила народной песни, которая притягивает, это красота и поэтичность образов, жизненная энергия музыкальных ритмов. Ансамбль народной песни – это 6 талантливых артистов и бессменный художественный руководитель. 10 лет много это или мало? Это только начало. 10 лет только начало. Мы вас очень ждем, очень любим. «Северная околица» всегда поет и работает для нас, особенно для нашего зрителя Республики Коми. Знают «Северную околицу» далеко за пределами республики. И все же самый любимый зритель, конечно, родной. Жители Удары и Ижмы – самые открытые. Жители Карткироса и Сыктывкара – самые требовательные. Публика везде разная, и каждый концерт не похож на предыдущий. У нас вдохновение приходит, когда мы общаемся с людьми творческими, да, также какими-то коллективами, слушаем подобную музыку. Обучаясь в институте, мы слушаем какие-то фольклорные песни, которые бы мы хотели взять себе в репертуар. Конечно, немножко их перестроив на свой лад, да, под наш коллектив. Вот. И тем самым мы обогащаем свой репертуар такими песнями. Стараемся брать песни, которые, во-первых, нравятся нам. Поэтому мы считаем так, что если эта песня нравится нам, то она понравится и зрителю. А репертуар коллектива разнообразен. Это и обрядовые фольклорные ритмы, и песни современных российских авторов. Но называется это ансамбль народной песни. И именно они сегодня в золотом фонде «Северной околицы». Да и учить такие тексты проще, говорят артисты. Заучивание всегда на репетиции. Оно всегда лучше усваивается, когда ты повторяешь, особенно в коллективе. Когда в коллективе заучиваешь, оно лучше запоминается. Понятно, что ты приходишь домой, потом и дома повторяешь. Но вот у меня, например, лично, я лучше запоминаю, когда мы вместе дружно в коллективе это учим по партиям. И притом сразу по партиям выучили, и оно потом лучше усваивается. Сегодня «Северная околица» – единственный в Коми профессиональный вокальный коллектив, который исполняет шедевры русской народной музыки. Те самые мотивы, которые не теряют своей актуальности никогда. На этом мы завершаем нашу программу. Неделю мы встретили приятно, а значит и ее продолжение обещает быть не хуже. Меня зовут Евгения Кладкевич. Увидимся в эфире. Пока-пока.